Здравствуйте, Батал Джамалович. Добрый день. Вы недавно вернулись из Москвы, это было буквально в четверг. Я бы хотела спросить о встрече, которая произошла в Москве с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. И вы обсуждали объемы, согласовывали объемы различных топливных материалов, которые будут направляться в Абхазию. Вот расскажите, пожалуйста, об этой встрече и расскажите о том, насколько эта процедура является формальной, дежурной, или же все-таки каждый раз есть какие-то вопросы, которые необходимо обсудить. Традиционно мы каждый год выходим с коллегами из Минэнерго на связь с тем, чтобы подготовить подписание протокола о беспошлинном ввозе в Республику Абхазия нефтепродуктов. Работа в течение года, естественно, ведется, то есть мы прогнозируем тот объем, который нашему рынку необходим для того, чтобы в полной мере удовлетворить потребности населения, предприятий, и мы рассчитываем по нескольким позициям. Это бензин менее 95-го октанового числа и 95-й. Также битум. Когда вы согласовываете объемы, они не вызывают никаких дискуссий, никаких каких-то споров? Или же абхазская сторона предложила, Россия сказала, да, конечно, мы можем? Ну, обычно не вызывает, потому что это все потребности рынка, просто мы должны их правильно спрогнозировать и рассчитать. Мы это делаем ежегодно, у нас традиционно где-то на основании таможенных данных идет анализ того, что на абхазский рынок заходит, потом мы получаем информацию от крупных оптовых реализаторов, которые также дают информацию, сверяем и составляем ежегодный балансовый прогноз, который потом ложится в основу нашего предложения о подписании этого протокола. Коллеги обычно идут на встречу, потому что это, в принципе, объективная необходимость, и это напрямую предусмотрено соглашением о режиме торговли товарами, прямое поручение. То, что перевозки осуществляются беспошлино, это тоже как бы формальная сторона дела, это все время. Да, для нас очень важно это, потому что позволяет экономить на издержках и, соответственно, по более доступной цене относительно доступной цене реализовывать на внутреннем рынке, потому что в Российской Федерации достаточно высокие вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты сегодня. Могли бы вы сказать о тех объемах, которые были согласованы, то есть сколько топлива будет завезено в Абхазию согласно тем договоренностям, которые были подписаны? Да, на самом деле у нас договоренности на следующий год остались на уровне этого года. Мы посчитали, что потребление у нас не изменится существенно, поэтому договорились по бензину 92-46 тысяч тонн, по 95-му бензину 13 тысяч тонн, по дизельному топливу 20 тысяч тонн и битум нефтяной 7 тысяч тонн. В целом это все попадает в рынок, и от того это наше население, граждане, либо это предприятия, коммерческие субъекты его приобретают, это уже дело рынка. Но я думаю, в целом это плюс-минус среди всех распространяется, потому что бензин потребляют домохозяйства и просто автолюбители в больших количествах. Меня интересует вопрос о сжиженном газе, который вот буквально несколько дней назад подорожал а реально на 100 рублей. В связи с чем произошло это подорожание, которое достаточно, я думаю, ощутимо будет для нас всех? У нас на сжиженный газ распространяется государственное регулирование цен, то есть субъекты рыночных отношений не вправе продавать газ потребителям выше той цены, которую правительство устанавливает. И дело в том, что последний раз такая цена была установлена в декабре 2016 года, и с тех пор закупочная цена газа в Российской Федерации, то есть где мы его и приобретаем, выросла на 28%. Соответственно, это связано с тем, что это особенно большой рост был с начала года, с 18 текущего. Обычно всегда цены на газ и нефть, они идут в связке, поэтому если растет нефть и нефтепродукты, соответственно, растет и газ. Поэтому мы были вынуждены поднять за несколько месяцев до этого цены на бензин, и, соответственно, аналогично пришли к тому, что есть необходимость, она совершенно рыночная, то есть мы от этого уйти никуда не можем, поднять цены на газ. При этом, как я сказал, с учетом того, что рост цены закупочной составил 28%, поднятие наше сегодняшнее, оно примерно 22-23%, то есть мы еще чуть-чуть за счет рентабельности субъектов рынка для населения постарались сделать, чтобы было менее ощутимо, хотя, конечно, на 100 рублей это достаточно большая, даже выше, чем 100 рублей, большая прибавка, но такой рынок сегодня, мы с этим ничего сделать не можем, к сожалению.
Я хотела бы поговорить о результатах форума, который тоже недавно завершился. Это очень крупное событие в деловой жизни Абхазии, скажем так. Вот. Могли бы вы оценить его итоги и могли бы вы сказать, будет ли какое-то практическое продолжение каких-то, возможно, договоренностей, каких-то проектов, которые были задуманы вот во время форума? Вы знаете, форум прошел в штатном режиме, он для нас был несколько особенный, потому что был приурочен к важным датам нашей новейшей истории. Это, в первую очередь, 25-летие со дня победы в отечественном народе Абхазии, а также десятилетие признания в этом году тоже Российской Федерации независимости нашей страны. И, конечно, хотелось его наполнить более ярким содержанием и провести на более высоком уровне. Но я считаю, что отчасти это получилось, потому что у нас очень живая, интересная дискуссия была на пленарном заседании, на экспертных площадках, круглых столах. И, как мы оцениваем, обычно эффективность форума заключается в том, что он позволил, как такая некая площадка, некий мост, связующий субъектов предпринимательской деятельности, экспертов и специалистов, насколько он позволил нашим предпринимателям, допустим, обзавестись новыми контактами со своими российскими коллегами, то есть это деловой форум, и что может какую-то продукцию продвинуть или новые технические проектные решения реализовать. Поэтому эту оценку надо давать, наверное, чуть-чуть спустя время, но я хочу отметить, что по линии Министерства экономики и нашего инвестиционного агентства у нас несколько очень хороших знакомств состоялось. Мы вот сейчас как раз намечаем работу определенную на период конец года и первый квартал следующего года. И надеемся, что наши встречи, наши договоренности на форуме, они какое-то практическое воплощение приобретут. Могли бы вы конкретизировать договоренности, которые вы будете продолжать в ближайшее время? Да, сейчас мы планируем подписать соглашение с Российской ассоциацией криптоиндустрии блокчейн, РАКИП. Это, в частности, у меня модератором на круглом столе был вице-президент этой организации. Очень много интересных проектов, потому что они, по сути, обобщают, наверное, в себе весь российский, и не только российский, но и СНГ опыт в этой сфере. И очень много идей, просто я об этом пока не хочу говорить, но мы надеемся, что в ближайшее время будет видно. А также у нас с некими финансовыми институтами есть тоже идеи, как развивать отношения. Мы очень заинтересованы в привлечении инвестиций, очень заинтересованы в том, чтобы у нашей банковской системы появились ресурсы для того, чтобы кредитовать субъекты предпринимательской деятельности. И вот на это будет направлена основная наша работа, наверное, в ближайшее время, чтобы эти отношения, договоренности развить в что-то более конкретное. То есть это будет касаться, вот когда вы говорили о банковской сфере, то есть это будет касаться того, что у людей появится возможность брать кредиты, в том числе потребительские, так ли? Мы очень этого хотим, стремимся к этому, да, это на наших целях действительно. Мы не будем ничего делать в дальнейшем, связанное с развитием нашей валюты. Я думаю, пока преждевременные такие прогнозы, потому что это очень серьезный вопрос, на самом деле. Мы знаем, что Национальный банк проявил инициативу, выпустил юбилейные бумажные деньги, абсары. И естественно, что пока они официальным средством платежа у нас в стране не являются, но при этом могут в каких-то отношениях, если оба субъекта заинтересованы и это приветствуют, использоваться. Поэтому на повестке дня пока такой вопрос не стоит. Ту тему, которую Адгур Амиранович на заседании пленарного форума поднимал, она тоже требует проработки. Мы изучаем различные варианты, чтобы повысить эффективность хождения рубля Российской Федерации у нас в стране. Это пока так. О технологии блокчейн, криптовалюте и прочее, но многие очень, скажем так, скептически относятся к этой идее продвижения здесь в Абхазии вот этих технологий. Почему вы уверены в том, что это хорошо будет для Абхазии? Новые технологии, они появляются вне зависимости от того, насколько это люди хотят. Это просто объективная реальность. В свое время многие боялись железную дорогу, многие боялись кинематограф, самолеты. То есть это все то, что пришло в нашу жизнь, стало неотъемлемой ее частью. И мы считаем, и это не только наше мнение, что вся эта индустрия нарождающаяся, она в будущем, ближайшие 3, 5 или 10 лет, очень большую роль может сыграть вообще в построении современной цифровой экономики, которая, я думаю, что для всех очень важна, и многие к этому стремятся.
И более того, мы очень стараемся всегда посещать различные информационные площадки, экспертные такого рода. Вот у нас в календарном году есть несколько мероприятий, которые мы стараемся министерством охватывать, направляем делегации для этого. И вот буквально у нас вот в четверг мы вернулись с форума «Открытые инновации», который в технопарке Сколково ежегодно проходит традиционно. Это такая площадка, где по большому счету вот все самые передовые, самые новые технические, инновационные решения вот можно охватить там буквально за 2 дня, за 2-3 дня, то есть все обойти, все посмотреть, все оценить. И, безусловно, там одна из самых основных тем была это именно вот криптоиндустрия, блокчейн, связанные с ним технологии информационные. Ну, наряду, понятно, там более высокий уровень, робототехника, уже значит, нейронные сети, большие данные, но это один из мировых трендов, который мы просто не имеем права упускать и должны смотреть за его развитием и стараться подключаться там, где это возможно. Главное, что мы вынесли, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособным сегодня в таком динамично развивающемся мире, надо не то, что ежедневно работать там, по 24 часа в сутки, но и просто бежать за тем прогрессом, который есть, потому что мы очень сильно сегодня, конечно, отстаем. И на самом деле та повестка, которая сегодня в Сколково стоит, она для нас еще очень в отдаленной перспективе находится, к сожалению. Но, тем не менее, мы всегда считаем, что если идти в ногу со временем, хотя бы обсуждать в стране эти проблемы, эти вопросы и пытаться думать, находить какие-то решения, которые возможны для их применения, то это, то есть мы уже завтра сможем это делать, допустим, если соответствующие ресурсы и компетенции у нас будут. Мы к этому стремимся и, безусловно, наверное, самое главное, что с этого форума можно найти новые знания для наших сотрудников, коллег и всех. Не так давно, я не помню точно, были ли лично вы в числе делегации, которая была в Сочи и говорила о том, чтобы круизный лайнер «Князь Владимир» приезжал сюда и мог швартоваться в Сухумском порту. Там были некоторые условия, которые выставила российская сторона, связанные с обустройством порта, с возможностью заходить туда крупным судам. Вот могли бы об этом рассказать? Да, я Какие перспективы? В делегации действительно этот вопрос обсуждается, и уже на протяжении где-то года соответствующая подготовительная работа ведется. У нас наша профильная структура, Абхазское морское пароходство, госкомпания, занимается решением технических проблем, которые позволили бы нам этот лайнер принять. Я хочу сказать, что он просто колоссальных размеров, и, конечно, для нас имиджевое событие будет очень серьезно, если такого рода судно к нам в порт зайдет и будет заходить регулярно с тем, чтобы и туристы могли в нашу страну приезжать морским путем и наши экскурсионные объекты посещать таким образом. Это, конечно, для нас очень такая хорошая мотивация, чтобы достичь успеха. У нас очень хорошо, в принципе, сейчас идет процесс взаимодействия, ведутся переговоры, есть действительно некая дорожная карта, которая должна быть реализована для того, чтобы этот лайнер смог в наш порт Сухумский прибыть. Ну, я считаю, что где-то процентов на 80 уже все подготовительные работы выполнены. То, что остается, это вот мы надеемся, что к началу следующего круизного сезона, где-то с апреля-мая 2019 года, мы эти вопросы решим и сможем принимать в Сухумской бухте этот корабль. Представители Сочинского порта, они были на деловом форуме здесь, не встречались с нашими представителями Сухумского порта, например? У нас по договоренности чуть-чуть позже должна состояться встреча. Мы планировали где-то конец октября для того, чтобы подготовиться, потому что, по большому счету, встреча в Сочи была прямо накануне Абхазского форума. Естественно, что все эти моменты, которые надо было отработать, мы не успевали, поэтому решили, хотя была изначально мысль, конечно, приурочить все это к нашему событию, но решили, что все-таки лучше более качественно подготовиться и где-то вот ближе к концу октября провести эту рабочую встречу. Одно из основных препятствий — это то, что у нас наша глубина дна не позволяет принимать корабль с столь низкой посадкой. То есть там, где у нас сегодня, по-моему, если не ошибаюсь, 5,5 метров, у князя Владимира надо минимум 7, чтобы он мог пройти, поэтому, естественно, что нужно дно углубить. Уже, насколько я знаю, есть проект соответствующий. Сейчас осталось определиться со сроками, с исполнителями, источниками финансирования. И, в принципе, я думаю, что... Вы будете привлекать инвесторов? Нет, мы постараемся своими силами, потому что
заинтересованы там в первую очередь сами, естественно. Государственное. Да. Но это сейчас вопрос будет решаться, пока вот я не готов конкретно озвучить, там, когда это будет сделано, на какую сумму и так далее, но в ближайшее время, я думаю, будет информация соответствующая. Сейчас еще вот мы буквально сегодня написали в Министерство Российской Федерации по транспорту соответствующее письмо с просьбой, чтобы мы ускорили процесс и как бы уже в более плотном режиме, уже с подключением федерального ведомства этим вопросом занимались, чтобы потом в конечном счете прийти к договоренностям уже на уровне вот самого высшего руководства и их реализовать в кратчайшие сроки. Каковы планы относительно работы по направлению инвестагентства? С точки зрения ближайших планов, у нас вот по линии инвестагентства большая работа предстоит. Мы планируем до конца года сформировать это 5-8 инвестиционных проектов, которые будут полностью готовы для того, чтобы потенциальные инвесторы могли их рассмотреть и принять какое-либо решение про выход. То есть это будет полностью бизнес-план, финансовая модель, проект сам, который любой заинтересованный инвестор сможет всегда оценить. И мы дальше планируем эти проекты продвигать, в том числе и на различных международных там, ярмарках, выставках. И у нас впереди Сочинский инвестиционный форум, где, если мы успеем, тоже постараемся какие-то интересные проекты по Абхазии представить для всеобщего обозрения. Благодарю вас за интервью. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.